Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Накануне в Якутске рухнула очередная финансовая пирамида «Матрица». Десятки вкладчиков обратились в правоохранительные органы. Несмотря на то, что многие люди явно уже лишились своих денег, они по-прежнему верят в возможность легкого заработка. Насколько граждане защищены от обмана, как выстроена работа по противодействию финансовым пирамидам и как самим их распознать и не попасться на уловки злоумышленников. Обо всем этом мы поговорим с гостем нашей студии. Это начальник Центра компетенции по противодействию финансовым пирамидам, город Хабаровск, Виктория Еремина. Виктория Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Каким образом выстроена работа Банка России по противодействию финансовым пирамидам на финансовом рынке и, в частности, какие задачи стоят перед вашим Центром компетенции? В Банке России выстроена системная работа по противодействию нелегальной деятельности, в частности, деятельности финансовых пирамид. Основными участниками данного процесса являются сам Департамент противодействия недобросовестным практикам и структурные подразделения Банка России, которые ему функционально подчинены. Кроме того, к работе в данном направлении привлекаются другие структурные подразделения Банка России, которые информируют нас и оказывают другого рода содействия. Вы правильно отметили, что в городе Хабаровск открыт наш центр совсем недавно, в конце 2018 года, и его открытие было обусловлено в том числе тем, что финансовые пирамиды имеют тенденцию к миграции из региона в регион и открывают обособленные подразделения на территории всех субъектов Российской Федерации. И для того, чтобы аккумулировать информацию о деятельности финансовых пирамид, и был создан наш центр. Ну и, соответственно, основными задачами нашего центра является противодействие деятельности финансовых пирамид, которые осуществляют межрегиональную деятельность свою, и разработка методологии. Обращу внимание, что противодействуют финансовым пирамидам и наши коллеги из отдела противодействия нелегальной деятельности, открытых в главных управлениях Банка России. Они противодействуют деятельности пирамид на своем региональном уровне. И, кроме того, занимаются вопросами противодействия безлицензионной деятельности, то есть деятельности лжебанков, форекс-компаний и черных кредиторов. Несмотря на то, что такое перераспределение функционала на первый взгляд кажется сложным, но мы верим и знаем, что это нам поможет качественно организовать и пересмотреть подходы к вопросу противодействия нелегальной деятельности и решить нашу основную цель. Цель – это сделать неотвратимым наказание для всех организаторов финансовых пирамид и сократить до минимума временные затраты, которые для этого необходимы. Для того, чтобы пресечь деятельность финансовой пирамиды, о ней нужно сначала узнать. Расскажите, пожалуйста, об источниках, из которых Банк России узнает о возможных признаках каких-то нелегальных деятельностей на финансовом рынке. У нас действительно несколько источников информации. Ну, прежде всего, это обращение граждан и иных лиц. И хочется поблагодарить, искать слова благодарности нашим неравнодушным гражданам, которые, установив какие-то признаки нелегальной деятельности, направляют обращение в Банк России и позволяют нам проводить нашу работу и очищать финансовый рынок от мошенников. Второй канал информации – это сведения, которые поступают к нам от наших коллег из Банка России, от саморегулируемых организаций, общественных организаций, правоохранительных органов, ну и непосредственно легальных участников финансового рынка. Третий канал – это те сведения, которые мы устанавливаем по итогам проактивного выявления нелегальных участников финансового рынка, ну, в частности, по итогам мониторинга глобальной сети интернет. Ну вот как раз о глобальной сети и о новых информационных источниках. В последнее время в соцсетях, особенно в телеграм-каналах, появились и участились рекламные призывы с целью вовлечения граждан в схемы, имеющие признаки финансовых пирамид. Видит ли это Центробанк и как он с этим будет бороться? Безусловно, мы это видим, и мы видим миграцию организаторов финансовых пирамид в социальные сети, видим их желание использовать все преимущества социальной инженерии в своих целях мошеннических, и противодействием такой миграции устанавливаем взаимодействие с каналами распространения такой информации. Все-таки объем информации наверняка огромный, и каким образом Банк России обрабатывает этот поток информации в сети интернет и в всех социальных сетях? Не будем скрывать, этот процесс автоматизирован. Безусловно, это облегчает работу в данном направлении и позволяет нам обрабатывать такие массивы данных. Технические возможности позволяют нам установить интернет-проекты, компании, которые занимаются привлечением новых инвесторов на финансовом рынке. И после того, как мы их устанавливаем, мы начинаем работать уже с ними.
Ну, вот после того, как предполагаемая финансовая пирамида была обнаружена, каким образом выстраивается дальнейшая работа с этой организацией? Мгм. Мы устанавливаем всех участников данной схемы, анализируем денежные потоки. В случае установления каких-то трансграничных операций мы взаимодействуем с иностранными регуляторами путем направления соответствующих запросов. И, конечно, понятно, что это требует определенного времени. Это делается не быстро. Но мы огульно не информируем правоохранительные органы о признаках финансовой пирамиды в деятельности той или иной компании. Мы подходим к этому взвешенно и понимаем, какие могут быть репутационные риски для всего финансового рынка в целом. А вот после того, как финансовая пирамида предполагаемо обнаружена и собраны доказательства ее преступной деятельности, каким образом эта сама деятельность в дальнейшем пресекается? Первоначально мы направляем информацию в правоохранительные органы и Федеральную антимонопольную службу для того, чтобы пресечь распространение дальнейшей информации о деятельности потенциальной финансовой пирамиды. В последующем собираем доказательную базу, продолжаем анализ денежных потоков и установление конечных бенефициаров. И в последующем передаем окончательные результаты нашего анализа в правоохранительные органы. Блокировка сайта у нас осуществляется Роскомнадзором по решению суда. Надеемся, что законопроект о досудебной блокировке сайта, когда станет законом, позволит Банку России сократить время, которое необходимо для блокировки сайтов финансовых пирамид, что позволит нам блокировать сайты действующих финпирамид, а не их остатки. Расскажите, пожалуйста, о признаках финансовой пирамиды на примере нашумевшей Кэшбери, от деятельности которой пострадало очень много населения и у нас в республике. Я хотела бы обратить внимание наших телезрителей на то, что все признаки финансовой пирамиды, а также их типы, которые установлены на сегодняшний день Банком России, размещены на сайте Финкульт.Инфо. Я расскажу об основных. Одним из основных критериев финансовой пирамиды является отсутствие соответствующего разрешения на деятельность на финансовом рынке от Банка России. Информацию о легальных участниках финансового рынка вы можете установить, открыв сайт официального Банка России, раздел «Финансовые рынки. Надзор за участниками финансового рынка». Соответственно, кто не включен в эти реестры и списки, является нелегальным участником финансового рынка. Обращу внимание, что иностранные компании также обязаны получать разрешение Банка России на осуществление деятельности на финансовом рынке Российской Федерации. И это вне зависимости от того, имеется ли соответствующая лицензия или разрешение, полученное от иностранного регулятора. Кроме того, замечу, что их деятельность регулируется законодательством того государства, на территории которого они зарегистрированы. К основным критериям финансовой пирамиды я бы еще отнесла массовую рекламу в сети интернет, в сети социальной, в мессенджерах и так далее. Потом предложение повышенной доходности публичной и гарантирование доходности данной. Замечу, что гарантии государственные распространяются на вклады в банках. Относительно процентов наши граждане могут ознакомиться, опять-таки, на сайте Банка России с информацией о средневзвешенных процентных ставках по вкладам. На сегодняшний день это от 4 до 8%. Эта информация актуализируется ежеквартально. И, соответственно, превышение этих значений может уже быть каким-то индикатором для граждан, чтобы обратить внимание повышенное. Это организация деятельности на принципах сетевого маркетинга. Это отсутствие информации о инвестиционной деятельности. Абсолютно логичным прийти в офис компании и попросить представить документы, подтверждающие совершение какой-то деятельности, осуществление деятельности, от которой вам обещают выплачивать доход. И на это следует обращать особое внимание. Ну, естественно, отсутствие офисов у компании и так далее. По поводу Кэшбери. О деятельности группы компаний Кэшбери мы узнали из социальных сетей. Члены этой группы компаний, используя личные контакты, привлекали своих друзей, знакомых. И такой способ привлечения новых инвесторов на финансовом рынке, он страшен тем, что человек теряет в последующем не только деньги, но и своих друзей, потому что теряет доверие, которое очень трудно восстановить. Кэшбери также обещала повышенную доходность и при этом не осуществляла никакой деятельности. Соглашения с Кэшбери не содержали обязательств по возврату
полученных привлеченных денежных средств от населения и сами денежные средства, они поступали не на расчетные счета организаций, а на счета неких физических лиц. Ну и интерес к компании подогревался, соответственно, рекламными акциями, рекламными роликами с участием медийных личностей. Таким образом, внушалась нашим гражданам успешность и рост этой компании. И вот, казалось бы, такие простые признаки, о которых я вам сейчас сказала, их не так сложно установить. Но граждане по-прежнему ведутся на уловки мошенников и несут им свои денежные средства. И это не только жажда наживы, но и отсутствие контроля, неумение контролировать свое психоэмоциональное состояние. Поэтому, обращаясь к нашим телезрителям, я хочу попросить их быть бдительными и спокойно относиться к рекламным кампаниям, использовать все доступные открытые источники информации, в том числе сайт налоговой инспекции, для того, чтобы проверить, когда была зарегистрирована компания, кто является ее собственниками и владельцами. Ну и, как говорил мой учитель истории еще в школе, читайте то, что подписываете. Порой подписываем документ с организацией, отличной от той, к которой мы обратились за услугами. И перечисляем денежные средства не в адрес того лица, с кем подписали соглашение, а в адрес третьих, иных неустановленных лиц. Ну и в завершении нашей беседы, какие вы можете дать советы тем, кто, к сожалению, уже столкнулся с неприятной ситуацией и стал жертвой финансовых мошенников? Самый главный совет – не молчать, придать дело огласке. И только активная гражданская позиция населения позволит эффективно противодействовать мошенникам, в том числе организаторам финансовых пирамид. Составляйте претензию, относите ее в организацию, если она еще функционирует. Собирайте доказательства. Это выписки по счетам, это приходные кассовые ордера, это переписки с организациями и несите все это в правоохранительные органы. Отправляйте этот же пакет документов в Банк России, в интернет-прием, ну или на ресурс анонимного информирования, который размещен тоже на сайте Банка России в разделе «Контактная информация». Это поможет нам оперативно противодействовать совместными усилиями мошенникам на финансовом рынке. Я благодарю вас за беседу, желаю вам успехов в работе и будем надеяться, что усилиями вашего центра в том числе таких финансовых пирамид станет намного меньше или они, может быть, исчезнут вообще. Спасибо. Спасибо. О финансовых пирамидах и о том, как не стать жертвой обмана, мы говорили сегодня с гостем нашей студии. Это начальник Центра компетенции по противодействию финансовым пирамидам город Хабаровск Виктория Еремина. До встречи в эфире. Это была программа «Актуальное интервью».